Всем привет, друзья! С вами я, ведущий нового формата Бла-Бла-шоу Влад Макеев. Ну что ж, как вы все знаете, гостем нашей программы будет или студент, или сотрудник института. И еще одним дополнительным участником нашей программы будет один человек из команды Джигики ТВ. И сегодня это Юля. Юля, привет, как твои дела? Привет, Владик, дела замечательно. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне уже не терпится начать, поэтому давайте звонить нашему гостю. Алена Тычинина, студентка 3-го курса направления подготовки «Социально-культурная деятельность». Родилась в городе Козьмодемьянск. Любит сладкое, поет и записывает каверы на различные песни, проходила курсы актерского мастерства. Увлекалась волейболом, любит путешествовать. Хотела поступить на вокальное отделение, а поступила на социально-культурную деятельность. И нисколько не пожалела. Лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов, мечтает полетать на самолете и прыгнуть с парашютом. Часто мы безотказно здрасте, меняем краски счастья раз в день. Откуда ты тут взялась? Классные шортики, бывшие джинсы, левайс. Просто как дельфины мы уходим в плавание, ища вторую половину, ища стабильность, сильную спину. Привет! Алена, привет! Привет! Как твои дела, Алена? У меня все супер, я вот нахожусь на самоизоляции уже 1,5 месяца. Что вообще делаешь, чем занимаешься? Я хожу на пары, делаю домашку, гуляю, катаюсь. Всё, в принципе, Ну, на этом я тебя всё понимаю, находится. заданий очень много, еще и курсовую сейчас, да, ведь писать? Да, курсач я уже написала. Да, я еще не написал, но почти написал. Вась, как дела? Все хорошо, у нас тоже все отлично, вот как раз тоже учеба. Ну, мы одногруппники, ты понимаешь, как бы у нас, можно сказать, там по занятиям все почти одинаково, все так же. Юля, как у тебя дела? У меня все хорошо, скучно, конечно, не хватает вот этого институтского движения, веселья, общения, но в целом, как бы, все отлично. Пишу стихи, как бы развиваюсь, читаю, учусь тоже так же, как и вы. Алена, Юля, сейчас я буду называть какое-либо событие или действие. И если это с вами проходило, то мы по очереди будем рассказывать вкратце, как это было и что вообще связывает нас с этим событием или действием. Все понятно? Да. Итак, первое событие или даже действие: я никогда не сбегал в другой город. Да, было. Это было, наверное, 1,5 года назад. Я решила сбежать в другой город из своего родного. У меня был такой маршрут: Козьмодемьянск, Чебоксары, Нижний Новгород. Ого. И вот я на тот момент сбежала к своему другу в гости, не сказав об этом родителям. И когда мы уже подъехали к Нижнему, я просто писала судорожную смс-ку и маме, и папе одну и ту же: «Мам, пап, я знаю, что вы будете за мое счастье. Я сейчас, правда, очень счастлива, поэтому если вы сейчас очень злые или не хотите со мной разговаривать, не звоните пока что». Я никогда не путаю лево и право. Постоянно. А почему? Почему именно, Я Алена? не знаю, я не понимаю, почему так происходит. Я всегда хочу, вроде, я понимаю, что это лево, но я всегда называю его право. Я понимаю, что это право, но я всегда называю это лево. Мы просто идем по улице, говорю: «О, вот тут справа, я здесь работала», показываю родителям, а там, в принципе, лево. И мне начинают говорить: «Вот, Алена, ты путаешь». Я говорю: «Да я не путаю, просто так получилось». Прошло минут, наверное, 5, я опять показала: «Вон там, слева, мы гуляли». И так, в общем, постоянно. А как это получается, с детства все получается как-то вот так? Ну, вот эта путаница происходит. С подросткового возраста. А ты, как бы, я не знаю, ну, не собиралась с мыслями, типа, например, так, все, я Алена, я серьезно, сейчас я точно буду знать, где лево, а где право. Было Я такое? постоянно это делаю, Владик, и перед Но тем, как это сказать стороны, не я получается. тоже думаю. Но не получается, да? Да, А ты правша или левша? правша. Да, ну понял. Я просто левша, а ты, Юль? Я правша. Но, наверное, право-лево не путаешь. Я до момента, пока я не пошла учиться на права,
Я не путала. Как только я начала ездить на машине, все. Я не знаю, что такое было, То но сразу перемешалось, да, полностью? Понял, вот. понял. Ну что ж, давайте идем дальше. Итак, я никогда не участвовал в конкурсе «Мисс Искусство». Ну, конечно, «Мисс Искусство», как я могу участвовать там? Я тоже не участвовала. Хотя я участвовал, там просто был как бы в сценарном плане. Я тебя помню. Да. Ну ты расскажи, Ален. Да, Как это был вообще первый проходило? курс, и меня выставили просто с первого курса от СКД. Я решила попробовать свои возможности. Накаляются чувства, накаляются градусы. Мы дышим, поднимаемся выше, продолжаем без паузы с тобой дышать. И так бешено стучит мое сердце в груди, все стихи не случайно во мне разбудило. Потерялись во времени. Это все, что хотели мы. Изучи меня по легким движениям, попадаю в твое притяжение. Изучи меня по легким движениям, понимаю, что хотим продолжения. Потому я, в принципе, не представляла вообще, что это такое. Я никогда не видела подобных конкурсов, никогда в таких не участвовала. Но не «Мисс Искусство». Ну в школе, И- наверное, да, где-то? Да, я в школе и в городских конкурсах участвовала. И вот. И мне было на тот момент очень страшно, потому что я была единственной маленькой девочкой с первого курса, когда там все были с 4-го, с 3-го. Я просто смотрела на всех вот такими глазами, не понимала, что Что происходит, что мне происходит, надо да, делать. что происходит? Еще дают какие-то задания, я думаю, боже, как это делать, у меня мало знакомых, вот. Но я заняла титул «Мисс Популярность». Отлично. Но волнение, наверное, было сильное, потому что там и то успеть. Да, вот это я знаю Я просто. в последний день делала и визитку, и еще чего-то в ночь. Знаете, мы сидели в нашем учебном театре, я просто Максиму судорожно: Максим, пожалуйста, мне очень надо. Я не знаю, что мне. Да. Но так всегда происходит. Там потому что и домашка, визитка, там еще что-то к конкурсу подготовиться. Да, знаю. А, Юль, ты как-то участвовал вообще в таких конкурсах? В конкурсе «Мисс Искусство» нет, не участвовала. На других конкурсах, да, приходилось. Понял. Ну что ж, идем дальше. Итак, я никогда не играл на балалайке. Не было. Я тоже, я чё-то не помню, не был. Мне кажется, Юля, это про тебя, по-любому. Я уже 6 лет играю. Да, но я думаю, ты, наверное, уже мастер, просто профессионал. Мне больше нравится просто петь и самой себе аккомпанировать. Прям обожаю мои любимые. А ты, получается, закончила что-то, или ты просто сама самоучка как бы училась? Я закончила колледж культуры по специальности народное пение. Вот. Все. Там у нас было как бы знакомство с народным инструментом. Да, Но я здесь было. привезла его сюда, в наш институт, и у меня в общежитии Я лежит. как-то видел, как ты играла, видел. Я Вот, тоже вот. видела. Итак, следующее событие. Я никогда не пробовал жарить яичницу на батарее. Реально, я не пробовал. Я просто в шоке сейчас от того, что прочитал. Если Как рассказывать об этой истории. Это на самом деле это очень интересно. Мне кажется, будет услышать, как, ну это как, знаешь, это тоже как на утюге тоже сделать, например, яичницу. Это где-то когда-то. Я утюгом волосы в детстве выпрямляла, ну ладно. Про батарею. Да, про батарею, давай. Давай, рассказывай. Это был первый курс. Я пошла в комнату в общежитие к своему другу. И мне очень хотелось кушать. И я такая смотрю, так, сковородка, мне макароны. Как бы ничего для того, чтобы подогреть, не было. Ни микроволновки, ничего. Я такая, вы на чем вообще греете еду-то? А кухню, получается, уже закрыли, да? Я при кухне даже не знала, я же не жила в общежитии. Все, понял. И вот, я такая смотрю, а вы на чем греете-то вообще еду-то здесь? Они просто своим соседом так переглянулись, и мне, знаете, с таким умным видом говорят: в смысле на чем? Мы вообще-то на батарее греем. Я такая, на батарее? Да, точно, можно же на батарее. Вроде нормально, да? Я, недолго думая, взяла эту сковородку, поставила на батарею, а он мне еще говорит: ну ты маслицем подлей, подожди, когда там оно начнет прызгаться, говорит. Да.
и помешивай. Я такая, да, точно, так и надо. И они вот сидят, мне поддакивают, я просто как сижу, мешаю на сковородке, на батарее, вот так пирожки. И, ну, как вообще яичница-то получилась? Вообще, да? Когда мне сказали, наверное, просто стало меня жалко, и они такие, ладно, Алена, прикалываемся. Ну, я, конечно, обиделась, но я человек отходчивый. Но все равно, мне кажется, это, можно как сказать, таким современным словом, такой был прикольный пранк, хороший пранк. И как бы посмеялись нормально. Итак, давайте дальше. Я никогда не был на Черном море. На самом деле, никогда не был. Я была. У нас с родителями такая традиция пошла, что мы каждый день, каждый год, каждый лето ездим на море отдыхать. Всей семьей полноценно. Меня папа очень Значит, ты любит. уже как бы была уже много-много раз, как бы уже, можно сказать, Да, знаешь. я была и в Краснодарском крае, я была и в Крыму. Круто, здорово, отлично. А Юля, а ты была? Я была, да, 2 раза была на форум Таврида, как бы 2 года подряд. Ой, уже была. я тоже на Тавриду хотел как-то несколько раз попасть, но потом не получалось. Ну, ничего страшного, давайте дальше. Я никогда не обливал свой костюм водой во время конкурса. В общем, однажды я участвовала в конкурсе по вокальному искусству, вот. И до меня еще было примерно 20 номеров. И я такая, ну, время есть, я пойду воды попью. Пошла такая попить воды. Я такая пью воду, и прибегает девочка, говорит, Юля, сейчас ты. Я такая, в смысле я? До меня еще 20 номеров. И мне говорят, что нет, этих участников нет, они не приехали. Я, в общем, так... пока это слушаю, у меня, вода такая, и на костюм я побежала в туалет, там сушилка есть, я сушу костюм, мне кричат 10 секунд, я, кое-как это все досушила, бегу, там еще коридор, наверное, метров 200, у меня такой забег был, я подбегаю к сцене, мне говорят, все, объявляют уже меня, я выхожу такая, в общем, костюм красивый, все нормально было, все отлично, лауреат 1 степени, тем не менее. Не зря, значит, не зря это было. Да. Все, что не делается, все к Весело. лучшему. Ну, отлично, давайте тогда дальше. Итак, переходим к следующей рубрике, которая называется «Мне вот интересно». Итак, Юля, Алена, сейчас мы по кругу будем начинать предложение со слов «Мне вот интересно». Предложение я уже скинул вам в диалог ВКонтакте, чтобы вы видели, и по очереди сейчас как раз будем выбирать. Ну или то вы можете выбрать, что вам понравится, и просто спросить. Я буду задавать вопрос Алене, Алена ты Юле, Юля ты мне. Понятно? Все, поехали. Мне вот интересно, Алена, почему ты решила поступить именно на социально-культурную деятельность? Вообще у меня было 2 выбора, я подавала на 2 специальности, это вокал и СКД, социальная культурная деятельность. Первые пробы я пошла как раз на вокал, я не знаю почему, я пошла вообще на народный, когда я не народница. Но вокальное искусство там просто на факультет народного, да, пения ты пошла? Да, народное исполнительство. Я такая пришла, начинаю петь песни, мне просто говорят, а ты, говорит, не народная. Я говорю, а кто я? А ты, говорит, академ. Я была там. Я не академ. И они такие, у нас есть место, только платное. Я такая, ладно, и я пошла на СКД обратно. И там я уже сдавала полноценные экзамены. Там мне, по-моему, было даже на 100 на 95 баллов вступительные. Молодец. И я на СКД, да, я прошла там вступительный экзамен. Я нисколько не пожалела, что поступила на СКД, потому что всю свою жизнь я связывала с искусством. Я постоянно выступала, постоянно где-то участвовала, то есть активисткой я была еще там, поэтому я довольна. Ну правильно, главное не жалеть. Главное не жалеть, и это очень круто. Я, кстати, была с Аленой во время этого поступления. Я помню, как она пела. Кстати, очень красиво пела. Я не знаю, почему не так тебе На сказали. первом курсе, да, еще когда поступали? Да, мы вместе были. Ну что ж, Ален, теперь ты выбирай какое-то предложение и... Юля, мне вот интересно, есть ли у тебя свой девиз по жизни или миссия? Да, девиз у меня такой, что я считаю, что мы живем один раз, и нужно за это время, которое нам отведено, как можно больше книг прочитать, как можно больше интересных мест посетить, путешествовать и, в общем, окружить себя максимально всем таким интересным, насыщенным, чтобы наша жизнь была яркой. Вот. А
миссия у меня такая, что я очень люблю народную культуру и хочу ее продвигать в массы и, в общем, тем самым поддерживать ее в сердцах людей. Вот. Здорово, здорово, Юль. Ну что ж, давай теперь предложение от тебя. Я Владик, слушаю. Да. а мне вот интересно, каким ты видишь себя через 5 лет и через 10 лет? Через 5... Так, через 5 лет, наверное... Ну, я хотя бы, наверное, буду работать в театре где-нибудь у нас в Чувашии, Мгм. скорее всего, в театре юного зрителя. А через 10 лет уже, мне кажется, я очень надеюсь на то, что буду успешным ведущим праздничных мероприятий. И если там через 5 лет это пока буду только развиваться еще сильнее, а через 10 лет, мне кажется, уже все будет круто. Я думаю, что уже будет семья, жена, дети и... Вот это самое главное, все, больше мне ничего не надо. Итак, друзья, наша следующая рубрика называется Comment Out. Итак, Юля, Алена, сейчас вам будет предложено 3 категории. Это личности, комментарии и задания. В этих категориях нужно по очереди выбирать карточку, называя ее номер 1 или 2. За выполненный комментарий вам будет 2 балла, за задание 1 балл. А победителю громкие аплодисменты. Всем все понятно? Да. Ну что ж, давайте начнем. Я Итак, Давайте. Алена, смотри, вот у меня карточки. Здесь у нас зашифрованы личности. Итак, какую личность выбираешь? Эту или эту? Этого. Вот эту? Да. Итак, и здесь на страницу ВК Рустама Саидкулова будешь писать. Итак, идем дальше. Сейчас посмотрим, какой комментарий. Комментарий под номером 1 или 2? 2. Это вот это? Вот это, да, получается? 2. 2. Итак, комментарий тебе нужно будет написать. Сейчас я прочитаю. Наше музыкальное рандеву незабываемо. Повторим. Наш. Вот. Да. Но смотри, если... Нет, подожди. Если ты не захочешь писать комментарий, то тебе надо будет выполнить задание. А задание у тебя... под каким номером выбираешь? 1 или 2? 1, да? Сделать смоки айс с закрытыми глазами. Если не захочешь писать комментарий. Давай смоки айс. Напишешь комментарий все-таки? Да, я напишу комментарий. Давай. Блин, я сегодня Напишем. накрасилась, я боюсь это испортить. Пишем на страничку Хотелось. Рустаму Лимжоновичу. Ты чё? Наше музыкальное рандеву незабываемо. И повторим. Пишу. Ты под комментарием написал, под какой-то записью, да? Нет, просто прям на стенку. Да? Ничего себе. Жестко. Всё. Крутяк. Я Да, все, я представляю сейчас вижу. лицо Рустама Лимжоновича. Все, 2 балла у тебя, Ален. Так, Юля, Так, 2 карточки у меня. Какую личность выбираешь? первый. Первую. Да. Так, здесь наш проректор Геннадий Николаевич Петров. Вот кому ты будешь писать. Итак, комментарий. 1 или 2? 1? 2. 2. Итак, комментарий. Ты ему пишешь: не могу уснуть уже 8-й час, мучает вопрос. Какова валентность натрия и почему полсцены называется планшет? Но, если не захочешь писать комментарий, выбирай задание 1 или 2. 2. 2. Итак, задание: показать сохраненные посты в Инстаграме. Вообще без проблем. Но все-таки как? Комментарий напишешь, потому что если зарабатывать баллы, то лучше комментарий написать. Кто здесь сегодня? Или ты, или Алена. Ну, Юля, что-то все-таки... Я все-таки, наверное, сохраненки покажу. Да? Не будешь писать, Геннадий Николаевич? Геннадий Николаевич, если вы увидите этот выпуск, знаете, вам могли написать про то, что какова валентность вообще, и почему полсцены называется все-таки планшет. Но я думаю, вы знаете ответы на тот и на другой вопрос. Поэтому сейчас мы увидим сохраненные посты в Инстаграме Юли. Итак, сейчас на данный момент у нас счет 2-1. И побеждает Алена, гость сегодняшней нашей программы. Поэтому, Алена, также давай
Если что, пиши комментарий. Но и ты, Юля, не отставай. Вдруг сейчас будет у нас счет равным. Посмотрим, может кто-то выиграет. Итак, две личности, Ален. Выбирай. Первая. Первая, вот это. Итак, ты пишешь в группу Джигики ТВ. В группу Джигики ТВ, даже, ну, не личность, а вот в группу Джигики ТВ. Комментарий. Алена, 1, 2. Вот это. Да. Ага. Итак, ты пишешь. А вы знали, что в душе я пою только музыку из заставок Джигики ТВ? Очень помогает расслабиться. Попробуйте на досуге. Задание какое? 1, 2. Первая. Первое. Итак, тебе нужно будет записать сторис со словами: «С этого дня я участник команды Джигики ТВ». Поэтому подписывайтесь на все наши социальные сети и отметить аккаунт Джигики ТВ. Я выбираю первое. Первое? Да, не Почему? хочешь себя представлять, я же не в команде. Ну, кстати, да, очень даже, кстати, логично, очень логично. И вот сейчас как раз у нас Джигики ТВ отправили этот коммент. Шучу. Ну что ж, 4 балла, Алена, 4 балла, это мощно, это мощно. Личность, какую личность выбираешь? 2. 2, вот это, да? Итак, ты будешь писать на страничку ВКонтакте Маши Преображенской. Окей. Итак, комментарий, выбирай, 1, 2, 1. 1. Угу. Тебе нужно будет запись на стену выложить трек Еврукова Константина, это артист чувашской эстрады, Чуваш Таши, и написать: «Мой любимый трек, а что вы слушаете после пробуждения в 5 утра?» Это будет комментарий. Ага. Так, а если не сможешь выполнить, то задание будет, выбери сначала 1 или 2. 1. 1. Итак, задание у тебя будет сыграть на балалайке припев гимна Чувашии. Да, не смогу сделать. Выбор очевиден, да. Да, Юля, надо писать комментарий. Маша Преображенская, привет, пока есть шанс, передаю тебе привет. Да. Мой любимый трек. А что вы слушаете после пробуждения в 5 утра? Я еще смайлик поставлю. Сердечко поставь, сердечко. Да. Это прям в душе, прям. Итак, друзья, закончилась на этом наша рубрика Comment Out, такая мини-рубрика. И подводим итоги с перевесом, сколько баллов? В 1 балл побеждает Алена Тычинина, 4-3. Аплодисменты. Молодец! А мы переходим к следующей рубрике, которая называется Блиц-опрос. Так, сейчас вы, можно сказать, вот Юля, Алена, не раздумывая, можно сказать, сразу же быстро отвечаете. Я вам даю 2 варианта ответа, вы выбираете один. И давайте договоримся так. Сначала, Алена, ты отвечаешь, а потом, Юля, ты. Окей? Русская музыка или зарубежная? Русская. Русская. Кино или книга? Кино. Книга. Лето или зима? Лето. Зима. Любимое дело или большая зарплата? Любимое дело. Любимое дело. Ван Гог или Серов? Перов. Ван Гог. Опера или балет? Балет. Балет. Леонардо Ди Каприо или Брэд Питт? Брэд Питт. Леонардо Ди Каприо. Ахматова или Цветаева? Ахматова. Ахматова. Жара или холод? Жара. Холод. Ну что ж, Алена, спасибо тебе большое, что ты сегодня была с нами в эфире. Было очень круто провести время, и посмеялись, и задания повыполняли, и комментарии написали. Я тоже очень рад был сегодня быть с вами, и с тобой, Юля, и с тобой, Алена. Спасибо еще раз. И вам большое спасибо за приглашение, было очень круто. Мне тоже очень понравилось, я прям всех обнимаю, так горячо. И мы тебя обнимаем, давайте. Мысленно, да? Обнимашки. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и на все наши социальные сети. Ссылки в описании.
Будьте здоровы и счастливы. Пока-пока! Пока!